Здравствуйте! Вновь в эфире программа «Абипара». Сегодня я вас познакомлю с двумя врачами, которые представляют два разных поколения. Эсма Джопуа, Зураб Амехович. Кто вы по специальности? Нейрохирург. Вообще по специальности общий хирург. Сколько вам лет? 30. Я 65-го года рождения, это получается 54 года. Семейное положение. Не замужем. Жена, дочь, внучка. Сколько часов в день уделяете своей профессии, работе? В среднем 8-9, бывает и сутками находимся на работе. Ну, по-моему, все 24 часа. Ибо как начальник медицинской службы, армии, начальник госпиталя, очень большой объем работы. Вы молитесь Богу перед операцией или когда тяжелый пациент? Да, обязательно. В каких-то очень тяжелых случаях, особенно когда что касается болезней детишек, вот, конечно, всегда в душе просишь Бога о помощи и так далее. Ну, конечно, без веры, я думаю, не только там врач, ни один человек не может, наверное, существовать. Ваш любимый вид отдыха? Плавание. Очень люблю природу, но больше всех люблю посещать музей. Это, вот, наверное, самый любимый вид отдыха. Ваша мечта? Она уже сбылась. Я очень люблю детей. И для меня самая великая мечта, чтобы ни один ребенок на свете не голодал, наверное, не болел. Но, к сожалению, так не бывает. Приходится только об этом мечтать. Эсма Беслановна Джопуа представляет молодое поколение. Она нейрохирург. Работает в самом большом медицинском учреждении нашей страны – в республиканской больнице. С Эсмой встреча обговорена заранее. Дабы не нарушить правила, в вестибюле больницы одеваем бахилы. Затем с оператором Джамбулом Чхапеле на лифте поднимаемся на второй этаж. Именно здесь расположено нейрохирургическое отделение. Вот и сама Эсма Беслановна, на вид хрупкая, молодая, красивая девушка с выразительными глазами и длинными пальцами рук, как у пианиста. Вот только она ими не мелодию перебирает, а лечит и оперирует головной мозг, важнейший орган нашего организма. Если я скажу, что я никогда не рассматривала профессию врача, это, наверное, будет как-то странно выглядеть. Но действительно это так. Я никогда не мечтала стать врачом. Это в выборе моей профессии главную роль сыграли мои родители. Я всегда в моих детских мечтах представляла себя бизнес-леди, мечтала поступить на экономический факультет. Когда я сказала, что нет, конечно, я не стану врачом, я буду экономистом, я запомнила на всю жизнь в этот момент взгляд своего отца. В какой-то степени разочарованный взгляд. Он мне, конечно, сказал, он говорит, дело твое, решение за тобой, но я всегда мечтал видеть свою дочь в белом халате. Этот многозначительный взгляд отца стал решающим в выборе профессии для Эсмы. Она очень хотела осуществить его мечту. Вот только он так и не увидит ее в белом халате. К сожалению, нет. Он не дожил, я его потеряла, я поступила, и в тот же год у меня погиб отец. От воспоминаний об отце у Эсмы глаза наполнились слезами, а голос вдруг задрожал, и она заговорила тихо. Но, как и полагается врачу, спрятав поглубже эмоции и не теряя самообладания, продолжила общаться с нами. И у меня возник вопрос, ведь нейрохирургия, одно из сложнейших направлений в медицине, зачастую ассоциируется с мужчинами, с их стойким характером. Почему столь хрупкая, чувственная девушка взяла на себя такое бремя? Но именно в нейрохирургии и нужны вот эти качества: мягкость, чуткость, внимательность, потому что любое движение необдуманное
можно как минимум оставить во время операции, имею в виду, как минимум можно оставить человека инвалидом. Когда я пришла на работу, мое первое дежурство, экстренный пациент тяжелый поступил, и тогда я поняла, что я должна брать весь груз ответственности на себя и ни в коем случае не волноваться. У меня не было времени ждать, пока приедет заведующий, пока приедут старшие доктора. Эсма Джопо из тех людей, кому достижения и успехи доставались личным и кропотливым трудом. Ей приходилось много трудиться над собой, заниматься, учиться и надеяться на свои силы. Когда я пришла к Леониду Ивановичу Лакербая, сказала, что я хочу стать врачом, продолжить учебу, он мне тогда сказал: все зависит от тебя, как сдашь экзамены, так и поступишь, так и пройдешь. Слава Богу, я сдала экзамен на отлично, поступила. Поддерживали меня мои родители, мама и мой старший брат. После прошла интернатуру в условиях республиканской больницы. После интернатуры по направлению Министерства здравоохранения я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, в клиническую ординатуру. Я проходила по специальности уже нейрохирургия. У Эсмы есть что рассказать, помимо того, что она хороший, ответственный доктор, умеет говорить складно, интересный и общительный собеседник, находка для журналиста. К молодому нейрохирургу Эсме Джопо мы еще вернемся. А сейчас перейдем к представителю другой плеяды врачей Зурабу Амеховичу Ачба. Свои съемки мы продолжаем в военном госпитале. Главврач военного госпиталя Министерства обороны Абхазии Зураб Амехович Ачба – следующий наш герой. Он представляет старшее поколение врачей. По внешнему виду здания не сказать, что Зурабу Амеховичу повезло с условиями работы. Зураб Амехович меня сразу же поправляет, что в военном госпитале нет главврача и заведующих отделения. Правильно говорить начальник. Ну, это военное. А по званию не говорят? Конечно, говорят по званию. Ищем кабинет для интервью, более пригодный для съемок, так как здание обшарпанное, на вид удручающее. Так, этот, чтобы не звенело, отдай. Сразу же Зураб Амехович уточняет, как правильно звучит его должность. Раньше эти две должности были абсолютно раздельные. Вот сейчас эту должность объединили, и называется должность так: начальник медицинской службы Министерства обороны и начальник Центрального военного госпиталя. Полковник медицинской службы Ачба Зураб Амехович. Вот так называется. С Зурабом Амеховичем я общалась не раз. Не раз мы проводили съемки в военном госпитале. Эти кадры из медицинской программы Агуэйсра. Начальник медицинской службы Министерства обороны Абхазии рассказывает и показывает, в каком плачевном состоянии находится здание госпиталя Центральной районной больницы. Здесь они объединены. Уже хлам, все это давно устаревшее, оно просто металлолом из вот этого всего. Стараемся что-то собрать. Сгорело, здесь лампа переставляем туда, отсюда что-то сюда. Прошло более 3 лет, а ВОЗы ныне там. Ситуация ухудшается с каждым днем, и это очень тревожит Зураба Амеховича. Это давно не рабочий, уже не 10. Вот каким рентген-аппаратом мы снимаем переносным, старым. Вот проблема у нас совершенно в другом. Вы сами видели, в каком состоянии находится здание, в каком состоянии находится территория. Абсолютно нет никакого оборудования. Однако сегодня я хочу узнать не только о медицинской технике, медикаментах и пациентах, еще о том, кто эти люди, врачи, как они пришли в свою профессию, где получили образование и насколько профессионально. Значит, мой отец дружил с очень выдающимся таракальным хирургом, главным военным, значит, главный таракальный хирург тогда была советской армии. Он был, значит, работал в военно-медицинской академии тогда Ленинграда. Он с детства, он приезжал к нам постоянно летом на отдых с семьей, мы очень дружили с семьями. И он постоянно мне внушал, прививал какую-то любовь к медицине,
задаривал всякими книжками медицинскими. И вот здесь какая-то тяга была, поэтому я туда пришел, в эту профессию осознанно. То есть я не пришел случайно, я пришел уже осознанно. Интересная история о том, как Зураб Ачба поступал в медицинский институт. В советские времена получить место в медицинский институт было крайне сложно. На всю республику выделялось 2-3 лимита, но молодому Зурабу хватило упорства преодолеть все препятствия. Пошел работать простым рабочим. Если кто там знает, в Человах, тогда строили Дом культуры в Человах. Вот. И я там был каменщиком, укладывал плиты. И в это время, тут, будучи еще первым секретарем райкома партии Ачимчинского района, был Сергей Васильевич Багапш. И когда он приехал туда, осматривать объект, увидел молодой мальчишка, сидит, работает, там, кладет плиты, и спросил у прораба, что за там молодой плиты там кладет так усердно. Ну, сказали, вот мальчик, Зураб Ачба, который очень хочет поступить в мединститут, поэтому, чтобы получить лимит, вот пришел рабочим работать. Он посмотрел на меня, пожал руку и сказал, ну, если на самом деле он так, видно, хочет поступить в мединститут, что пошел класть плиты, вот. И после года отработки он вызвал меня к себе в кабинет. Вот так я получил лимит, сдал успешно экзамены. После окончания медвуза работал в Сухумской городской больнице, затем в Ачамчире. Так началась война в Абхазии. Я только женился, буквально через 10 дней началась война, попал в Красноярск. С Красноярска там с какой-то, ну, с гуманитарной помощью там собрали врачи, друзья, медикаменты. Я прилетел сюда в Абхазию. Потом начинал в Человском госпитале, и вот там фактически я войну прошел в Человском прифронтовом военном госпитале. Сегодняшние герои программы «Абипара» – 2 врача, которые представляют 2 разных поколения. Зураб Ачба – выпускник советской медицины, хирург. И Эсма Джопуа – нейрохирург, еще в недавнем прошлом была интерном. В этой профессии существует преемственность поколений. И в республиканской больнице, и в военном госпитале, где мы проводили съемки, встречали большое количество молодых специалистов. Проблемы нашего здравоохранения в другом. Об этом мы поговорим чуть позже. Военно-медицинская академия в этом году интерном приехала к нам. Заведующий травматологическим отделением, самый молодой заведующий в Абхазии, Морохия Георгий. Не скромничая, в этом году мы его доктор, который прошел, чтобы получить абхазский паспорт, сам по национальности грузин, житель Гальского района. Чтобы получить абхазский паспорт, прошел с простым солдатом, врач, простым солдатом вооруженных сил Абхазии. Закончил военно-медицинскую академию, онколог, хижбайнар, великолепный специалист. Зураб Амехович с гордостью представляет нам свой молодой коллектив. На самом деле образованные, неравнодушные к своему делу, полные энтузиазма ребята. Вот я очень уважаю старшее поколение, но молодые, они более креативные, они более мобильные, что ли. С кадрами у нас вообще проблем нет никогда, ибо каждый год мы посылаем на учебу в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга 4, а иной раз даже и 6 курсантов. У нас каждый год военно-медицинская академия выпускает от 4 до 5 врачей по нашей просьбе по разной специальности. В Санкт-Петербурге 3 учатся в аспирантуре, 4 человека в ординатуре. В этом году мы еще отправляем 3 в ординатуру. И не считая того, что еще в академии учатся свыше 25 курсантов. Это от 1 курса по 6 курс. То есть с кадрами вообще вопросов нет. Сегодня у меня заведующий отделением
Значит, в хирургии кандидат медицинских наук Нарт Валерьевич Гамкия, профессионал с большой буквы. У меня сегодня заведующий травматологией, там Мурохия Георгий, молодой парень, 26 лет. Значит, в терапевтическом отделении Джинджоли Альбина, молодой доктор, очень грамотный, заведующий отделением. Вот, заведующий отделением поликлиническим Аляс Джинджолия, тоже молодой специалист. То есть у нас везде молодые специалисты, которые еще не достигли 30-летнего возраста. Работа в условиях республиканской больницы, честно говоря, здесь очень легко и непринужденно можно работать, потому что ребята все добросовестные. Во-первых, это мои наставники в интернатуре, будучи студенткой, они меня обучали, это мои старшие коллеги, которые в свое время, они обучали меня всему тому, что они умели делать. И без зависти, без какой-то подлости они в любое время могут приехать на помощь. Я могу позвонить, попросить помощи. Они дела все свои отложат и приедут и помогут. С коллективом мне очень повезло. Мое мнение такое железное, но, наверное, сейчас многие главные врачи на меня обидятся, но я могу пример показать им всем. Нам, наверное, уже пора давно всем на покой. Сидеть на берегу моря, ловить рыбку с хорошей пенсией. Пора давать дорогу молодым. Вообще изначально себя только хирургом представляла, и как бы терапевтическое направление никогда не рассматривала. Кардиохирургию, конечно, рассматривала с самого начала, но я видела, что перспективы в Абхазии нет быть кардиохирургом, а нейрохирургов тогда было мало. Я понимала, что в нашей республике нужны специалисты. Свинухов Александр Васильевич предложил остаться в интернатуре. Он сказал, что практические навыки я отработаю здесь лучше, чем в России, и он был абсолютно прав. По словам Зураба Амеховича, молодые врачи очень креативные, мыслят по-современному и идут в ногу со временем. Они обучались на новом медицинском оборудовании с использованием новых методов, поэтому медицина должна опираться именно на них, говорит он. Очень многие специалисты, которые приезжают, бросают там свои рабочие места, все, приезжают сюда, видят, что здесь ничего нет, разворачиваются и уезжают. И никогда в жизни их ни в чем не упрекнешь, потому что на энтузиазме далеко не уедешь. Надо создавать, чтобы поднять медицину в Абхазии, надо создавать прежде всего нормальные условия для работы. В последнее время очень распространено негативно отзываться в адрес не только врачей, а и всего медперсонала. Раньше, если медработник, если слышали, что это медработник, то считалось очень уважаемая специальность и так далее. Сейчас стараются везде искать ошибки врача, наказывать юридически, так как-то административно и даже уголовно бывает наказывать. Конечно, нас это очень сильно огорчает, мы не защищены. Тем более, когда нет условий для того, чтобы выполнить та же диагностика, те же какие-то там оперативные вмешательства, мы не в состоянии в республике нашей выполнить, а потом мы слышим отзывы, что там где-то лучше. Хотя могу с уверенностью сказать, что наши коллеги за пределами нашей республики порой удивляются, как это в Абхазии в таких условиях ваши доктора могут так оперировать. Нету элементарных вещей. У нас на всю страну нету компьютерного томографа. Единственный компьютерный томограф в Абхазии находится у нас. Он частный, принадлежит частным структурам. Единственное МРТ в Абхазии находится в городе Сухум, МРТ-центр, да, тоже является, тоже, принадлежать частникам, а в больницах нигде нет. У нас нет надлежащего рентгеноборудования, в нашей больнице оно вообще отсутствует. У нас нет элементарных каких-то там, я не знаю, там гастроскопов, там, я не знаю, колоноскопов, ну вообще ничего. Фактически работаем как земские врачи. Любой врач, он в непосредственной близости со смертью находится. Как бы мы не хотели этого признавать, как бы мы этого не боялись, бывали летальные исходы, конечно же, это очень тяжело.
но мы понимаем, что на всех нас не хватит. Мы должны себя беречь для того, чтобы была возможность оказывать помощь другим. Пару лет тому назад в госпитале был очень большой объем, значит, операций. Сейчас он резко уменьшился, и в связи с тем, что нет условий. В связи с тем, что, хотя по статистике, после республиканской больницы мы там твердо держим второе место там, по Абхазии по количеству, значит, больных и операций, но люди приходят только из-за того, что только из-за специалистов, только из-за этого. Потому что касается оборудования, что касается ремонта, вы сами видите, все в таком плачевном состоянии, вот, что даже на собрании коллектив принял решение, что писать письмо на имя главы государства вообще о закрытии госпиталя. Потому что в таких условиях работать невозможно. Если присутствие молодых специалистов – это плюс нашей медицины, то минус в обеспечении необходимым условием для работы. Все эти сложности еще больше ощущаются в военном госпитале, но нагрузки от этого не меньше. На этой базе 25 лет сосуществуют, значит, военный госпиталь и центральная районная больница. Количество гражданских, которые посещают нашу больницу или там проходят лечение, обследование, в разы больше, чем военных. Мы обеспечиваем, естественно, все силовые структуры Республики Абхазии, Министерство обороны, от рядового до министра обороны, МВД полностью обеспечиваем, значит, СГБ, таможенную структуру. То есть все силовые структуры Абхазии проходят лечение и обследование у нас. Все фактически инвалиды войны со всех районов Абхазии в основном лечатся, стоят на учете, проходят обследование, ну, естественно, как и все у нас, и матеря погибших. Все военные, значит, Министерства обороны Российской Федерации тоже, и их семьи, они все обслуживаются у нас. Естественно, всеми, значит, медикаментами и прочими обеспечиваем мы. Во время проведения съемок мы заметили, как много людей в госпитале, хотя это был обычный день и середина недели, четверг. В основном гражданские. Нужно заметить, что касается медицинских препаратов и расходного материала, Министерство обороны Абхазии покрывает нужды военнослужащих. А вот на мирных граждан такого обеспечения нет. И это тоже проблема. Для меня лично самое сложное – это говорить родственникам, что я не смогла помочь им. Это самое сложное – сообщать родственникам о гибели пациента. Самое тяжелое в профессии любого врача, мне кажется, когда ты хочешь оказать человеку помощь, и ты знаешь, что и твои знания хватает для того, чтобы оказать помощь, ты знаешь, что ты можешь оказать помощь, но у тебя нет самого необходимого, чтобы оказать помощь, и вот становится, ну, безумно обидно. Мы часто слышим жалобы пациентов, недовольных качеством оказываемой медицинской помощи, которые ставят под сомнение профессионализм наших врачей. От личности зависит многое, но не все. Иногда под ударом критики оказываются доктора, но мы забываем о том, что для эффективного лечения врач должен опираться на хорошее медицинское оборудование и медикаменты. Тут уместна фраза «зри в корень».